Итак, мы приближаемся почти к финишу. Участник под номером 23. Лескова Светлана Викторовна. Язвенная энтеропатия со стенозированием. Болезнь Крона или... Вопрос. Или, пожалуйста, вот это или мы сейчас узнаем, Светлана. Добрый день, коллеги. Привет вам от коллег из Дружественной Белоруссии. Хотелось бы сделать сразу небольшую ремарку. Наша республика очень маленькая, но при этом очень дружная. И когда мы начинаем работать со сложными случаями, мы как робот-трансформер объединяемся, и все наши клиники превращаются в одну большую клинику. Поэтому сегодняшний случай – это объединенный случай, можно сказать, клиники Республики Беларусь. Итак, пациентка, молодая девочка 10 лет на сегодняшний день, поживала себе в Минской области, все у нее было хорошо и замечательно до почти 5 лет, когда она попала в стационар в областную детскую больницу с диагнозом катаральный аппендицит. Ей была успешно проведена аппендэктомия и никаких изменений, выписали домой, но с этого момента начинается ее история, она начинает постоянно госпитализироваться в течение следующих 4 лет с жалобами на анемию, причем цифры опускались достаточно низко, вплоть до 45 грамм на литр. Неоднократно проводилась ферротерапия парентерально и пероз, вплоть до гемотрансфузии. Дальнейшее ее перевели в Республиканский научно-практический центр детской хирургии, онкогематологии, где были проведены масса исследований на их уровне, но никаких изменений практически у ребенка не было найдено. Но цифры при этом оставались низкими. И тогда, так как в одном из анализов кала был появлен кал на скрытую кровь, оказался положительным, ребенка перевели в Республиканский уже детский гастроэнтерологический центр с диагнозом анемия смешанной этиологии средней степени тяжести. На этом уровне также были исключены практически все возможные на тот момент заболевания, включая целиакию, ВИЧ, туберкулез. Были неоднократно консультированы детскими хирургами, лор-органами, гинекологами. И опять же проводилось исследование ЖКТ, доступно на их уровне, то есть желудка и кишечника. Никаких изменений не найдено, цифры низкие. И ребенок назначена была капсульная энтероскопия на базе первой клиники. Посчитали сначала, что исследование не удалось, потому что в 90% содержимого в тонкой кишке было содержимое. Но буквально на 5 кадров мы нашли язвенные изменения, что позволило нам заподозрить болезнь Крона. В дальнейшем на УЗИ кишечника также они нашли изменения, характерные в дистальных отделах для тонкокишечной формы болезни Крона. Была проведена уже на базе областной больницы двухбаллонная энтероскопия андеградная, где также картина нам тоже подтвердила наш диагноз, и ребенку была назначена соответствующая терапия. Но она в течение 2 месяцев оказалась неэффективной. Повторно была консультирована в РНПЦ детской хирургии, проведена повторная капсульная энтероскопия. Все равно были найдены изъязвления в тонкой кишке вплоть до стенозов. Опять мы перешли на диагноз болезни Крона, опять начали наблюдать, лечить, но эффективности никакой не найдено, цифры гемоглобина низкие, и уже практически через год повторная госпитализация, еще одна капсуля энтероскопия, опять язвенные изменения. Ребенку тогда назначается проведение энтерографии. На энтерографии найден стенозирующий в дистальном отделе подвздошной кишки стенозирующий участок с большим баллонообразным расширением проксимальные уровни стеноза. Было поставлен диагноз болезнь Крона со стенозированием, и было принято решение пойти на диагностическую лапароскопию, возможным потом переходом на операцию с иссечением участка стенозирования кишки. Во время операции, к сожалению, хирурги не догадались сфотографировать, но присутствует авторский рисунок доктора, который был оператором на этом. Было выявлено, что в 90 сантиметров от илиоцекального угла определяется кистозная врожденная патология, то есть кистозное удвоение подвздошной кишки с дальнейшим участком расширения практически до 25 сантиметров диаметра этого участка. Была переведена конверсия, то есть пошли на лапаротомию, резерцирован этот участок и сделан анастомоз конец в конец.
В дальнейшем выставлен уже заключительный для этой девочки диагноз: врожденный порог развития, кистозная форма удвоения подвздошной кишки. Причем никаких изменений в удаленном участке от Гиршспрунга, Крона и эктопии желудка, что часто иногда встречается в кистозных удвоениях, не было выявлено. Причем буквально через 2 недели ребенок впервые за этот несколько лет наблюдения был выписан с гемоглобином 142 грамм на литр в отличном самочувствии, и наступило клиническое выздоровление. Спасибо. Прекрасное наблюдение. Да, мне очень приятно, так как я на заре своей рабочей юности работал с Гиреем, вернее, я работал у Гирея Ильича Баирова, и мы в то время все пороки концентрировались в клинике Баирова, мы довольно часто видели, относительно, конечно, удвоение желудочно-кишечного тракта. Так что огромное вам спасибо. Прекрасное наблюдение.